3 долгих и насыщенных дня, море впечатлений и масса новых навыков. Вот, к примеру, правильно делать растяжку ребят учит Алексей Арапов, хореограф таких известных телепроектов, как «Лед и пламень» на Первом канале и «Ты супер» на НТВ. А еще он создатель и директор собственной танцевальной компании и постановщик сольных программ и шоу многих артистов российской эстрады. Здесь, в Ухте, ребятам он не просто рассказывает, как важно делать разминку, а еще и демонстрирует, как правильно оттачивать движение, насколько важно найти опору и почему у любого жеста должно быть определенное назначение. Все должно быть подкреплено логически, абсолютно точно. Здесь я должен понимать, что происходит. Невозможно сделать что-то. Я вот сделал, вчера даже сделал, я не понимал, зачем? Какая цель у данного движения или заполнения? А это уже мастер-класс по рисованию. Его проводит Дарья Антипина, член Союза художников России и доцент Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Почетная гостья не только учит ребят правильному построению рисунка или перспективы, но и вместе с другими представителями жюри определяет лучшего юного художника. А еще здесь оценивают хореографию, современную и народную, вокал, в том числе и академический. Причем в жюри сама кавказская пленница. Наталья Варлей не просто возглавляет конкурсную комиссию, но и устраивает свой творческий вечер. И заглядывать в лица прохожих, в глаза удивленные, а глаза эти черные, серые, темно-зеленые, а синих никак не найду. На протяжении часа она исполняет песни, декламирует стихи, рассказывает о войне и съемках в фильмах. Любимые фрагменты то и дело всплывают на большом экране. Ну а после автограф-сессия. Причем, что примечательно, в основном очередь выстраивается из юных поклонников. Вместе с ними на память и фото. Наталья Варлей искренне признается, уровень фестиваля приятно поражает. Я, конечно, в восторге, потому что то, как это организовано, то, с каким вдохновением и с какой творческой радостью работают все исполнители, меня, конечно, восхищает. Отмечает высокое гостье и уровень самих участников. Их потенциал огромный, а проявить себя подрастающее поколение на фестивале может в самых разных жанрах. При этом организаторы отмечают, сегодня им важно всячески поддерживать юных дарований и создать им все условия, мол, чтобы выстрелить, не нужно переезжать из столицы. Мы же на самом деле мастер-классы проводим и так далее. Когда они будут чувствовать себя, что они не какой-то там в глубокой какой-то провинции никому не нужны, а действительно здесь проводятся фестивали самого высокого уровня, в жюри самого высокого уровня, и тогда они будут стараться подтягивать, в том числе подтягивать детей здесь, чтобы они могли реализовать свои творчество. А еще в рамках фестиваля стартует благотворительная акция «Книжки в подарок» для маленьких, слабовидящих и слепых детей. Принять участие в добром деле может каждый желающий. Любовь Лапина, Мария Кацова, Павел Лаготин, телеканал «Юрган».